Я в качестве международного наблюдателя и еще сотни других коллег действительно очень активно и с большим энтузиазмом наблюдаем за тем, что происходит. Я, в частности, в ДНР. Мы были в Донецке непосредственно, в Харцизске, в Амвросиевке. И еще мы также посетили участки на территории Российской Федерации, которые были открыты специально для беженцев. Мы посетили общежития, в которых разместили беженцев, и, соответственно, избирательные участки, которые открыли на этих территориях. Что сказать? Первое ощущение, которое получаешь по прибытии на избирательный участок, а мы посетили их, все вышеперечисленные, их несколько было. Первое ощущение – это ощущение праздника, потому что вокруг много детишек было всегда, везде. Дети распевали песни, русские песни, некоторые дети российский гимн, все с флажками, с шариками, улыбки на лицах. Так со стороны может показаться, что это специально так все сделали, но другие международные наблюдатели, они уходили в парки, которые располагались рядом с избирательными участками для того, чтобы поговорить с другими людьми. Я за этим всем тоже наблюдал и тоже общался с людьми. На самом деле царит такая атмосфера искренней благодарности, счастья и благодарности России, лично Владимиру Владимировичу за то, что наконец-то люди ждали это долгих 8 лет. Была такая некая неопределенность в будущем. Люди не понимали, как жить дальше, а сейчас они для себя очень четко выстраивают, что наконец-то придет спокойствие, обеспеченная безопасность, гарантированная, и люди смогут жить нормальной жизнью, строить планы на будущее. Сам процесс голосования был организован весьма хорошо, на высоком уровне. Процесс голосования не занимал у людей много времени из того, что я наблюдал. Все очень прозрачно, сами урны тоже прозрачные. И почему я это подчеркиваю? Потому что многие наблюдатели из Евросоюза, например, они говорили о том, что у них, в частности в Италии, во время выборов урны картонные, и, соответственно, не видно, сколько человек проголосовало и проголосовал ли вообще кто-нибудь. Соответственно, больше шансов подтасовать как-то результаты голосования. Более того, мы поспрашивали у глав избирательных участков, как организовано голосование для людей с инвалидностью, потому что среди наблюдателей также посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Абхазии Вито Гритани, и он человек с инвалидностью, как вы знаете, и его интересовал вопрос, всех остальных европейцев, в частности, интересовал вопрос, как организовано голосование для людей с инвалидностью. Все были удивлены, когда на всех участках одинаково отвечали, говорили, что все списки людей с инвалидностью заранее, они, во-первых, все стоят на учете, заранее у всех эти списки есть, и к ним выносная урна специальная подготовлена, ходят по домам и предоставляют возможность проголосовать. Это было удивлением для европейцев, потому что в Европе, когда человек с инвалидностью хочет проголосовать, он заранее должен оповестить мэрию города, чтобы ему предоставили сопровождение на избирательный участок. То есть он идет на избирательный участок, а в случае с ДНР, я уверен, и на других территориях референдума избирательная комиссия, она организовывала выносные урны. В целом могу смело сказать, что высокая организация референдума, процесс очень комфортный для людей, атмосфера праздничная. нарушений никаких лично мной, и я с другими коллегами тоже общался, естественно. Никто не заметил никаких нарушений. Позиция и вообще ситуация у людей, у голосующих, она однозначная. Все счастливы, и все те, кто приходит, естественно, на референдум, а это подавляющее большинство населения, в ДНР в частности, там, где мы были, они, естественно, поддерживают. То есть в общении с ними мы понимали, что они полностью поддерживают референдум, полностью поддерживают идею вхождения и воссоединения с Россией. Для них это такое поистине эпохальное событие, которого они, люди ДНР, ЛНР, других, Запорожской, Херсонской области, очень давно ждали.
Но вот вы меня опередили, сказали, что это подавляющая часть граждан, да, этих районов, этих республик голосует таким образом. Но на ваш взгляд, что произойдет по итогам референдумов? Вот войдут в состав России эти территории. Чего ожидать дальше? Тут, конечно же, сценариев множество. Вот 30 сентября Владимир Владимирович будет выступать в Госдуме, и предполагаю, что там он уже объявит о дальнейших действиях Российской Федерации. Ну, я могу лишь предполагать, и, на мой взгляд, с момента, как все 4 территории становятся юридически территорией Российской Федерации, тогда получается, что на этих территориях располагаются украинские войска или бандформирования, и получается, что России нужно либо ставить ультиматум этим войскам, чтобы они отвели их за пределы российской территории, либо уже официально объявлять какую-то антитеррористическую операцию, да, вот конкретно по этим формированиям, либо полномасштабную войну. Я вот на самом деле вижу примерно такие сценарии развития событий. А если говорить о взаимоотношениях нашей республики с ДНР и ЛНР, сейчас они на данный момент, пока референдум идет, они являются отдельными, да, субъектами права, как бы. Но после того, как они будут частью Российской Федерации, как изменятся наши взаимоотношения, на ваш взгляд? Ну, знаете, у Абхазии с целым рядом субъектов Российской Федерации прекрасные взаимоотношения. Это и межпарламентские связи, и межведомственные связи. В общем-то, самое главное – это налаживание общения с людьми на местах. Поэтому у нас достаточно тесные и добрые отношения с руководством ЛНР и ДНР. И мы признали их субъектами международного права. Поэтому я думаю, что здесь эти отношения будут только развиваться. Ну да, уже как в качестве субъектов Российской Федерации, но от этого сама суть не поменяется. Самое главное, чтобы происходило взаимодействие между людьми, торговые отношения, чтобы развивались, культурный обмен студентами и так далее, и так далее. Вот. То есть, на мой взгляд, сама суть взаимоотношений не поменяется, поменяется только юридический их статус. Вот. И, конечно же, некоторые процессы согласования каких-то документов, соглашений, они все пойдут уже по другим просто линиям, по другим путям через федеральные органы. В остальном я уверен в том, что у нас все-таки схожие судьбы у наших стран и у наших народов в целом. Я думаю, это все объединяет и делает сильнее, и мы будем сотрудничать и развивать наше сотрудничество и дальше. Ну, очевидно, что вот референдумы для Донбасса – это спасение, да, и такое политическое решение является спасением. Но как, на ваш взгляд, может сейчас по итогам референдума отреагировать на это Запад? Да, конечно, это спасение. Нам, как и никому другому, это хорошо известно. Мы хорошо чувствуем эту ситуацию, так как сами прошли через кровопролитную войну и далее были в блокаде. И только после признания со стороны России, мы истинно ощутили какую-то определенность в завтрашнем дне, безопасность. И я уверен, что из того, что я слышал от людей на Донбассе, вот у них такое же примерно ощущение, что успокоятся их сердца и они смогут планировать свой завтрашний день. А Запад отреагирует, он уже реагирует, в принципе, скажем так, руководство стран Евросоюза, на западных, коллективного западного. Они уже заявили о том, что не признают референдумы, и, соответственно, это говорит о том, что они будут продолжать свои действия ровным счетом так, как они делают сейчас, то есть продолжать снабжать Украину, поддерживать Украину оружием и финансово, для того, чтобы руками украинцев попытаться как-то ослабить Россию, экономику России. Ну, так вот, если, скажем так, на минутку посмотреть на то, что сейчас происходит, вот и частичная мобилизация объявлена, да, и до 300 тысяч человек будет мобилизировано. Это так, на секундочку, в 2 раза больше, чем вся французская армия, да. Если говорить о том, что Европа будет продолжать поставлять оружие Украине, то нужно смотреть,
какое оружие она будет поставлять. И многие европейские лидеры уже заявляли о том, что у нас у самих не хватает оружия, а мы тут еще и хотим Украине его поставлять. То есть это все, знаете как, в большей части пропаганда западная, да, она создает такой фон, что вот Европа, поддерживая Украину, вот она каким-то образом действительно сможет ослабить Россию или навредить ей как-то. Но это все, на мой личный взгляд, иллюзии, исходя из того, что в Европе нет такого боевого военного потенциала, как она хотела бы его преподнести вот в своей пропаганде. Ну вот до начала, вот до решения о проведении референдумов были разговоры о том, что какие-то санкции хочет отменить Европа, но сейчас очередной пакет санкций они вводят против России, против различных компаний и так далее. Но на ваш взгляд, вот Путин, приняв такое решение провести референдумы в этих регионах, что он хотел этим сказать, какой сигнал хотел дать? Как вы вообще это действие оцениваете? Президент России, начав еще специальную военную операцию, дал всему миру сигнал, что Россия не позволит никому, нигде ущемлять права русских, нигде в мире, в принципе. И это на самом деле закреплено в Конституции. Любой президент является гарантием прав граждан той или иной страны, да, и в данном случае Владимир Владимирович поступил в соответствии со всеми международными нормами. Более того, в течение, как мы говорили выше, да, в течение 8 лет война на Донбассе шла, но о ней никто не говорил, ее замалчивали. То есть о ней, вернее, конечно же, донбасская сторона говорила, российская сторона говорила всем, везде и всегда, в том числе Минские соглашения, да. Но вот точкой невозврата стал 2015 год, как раз таки вот Минские соглашения, когда они с украинской стороны, со стороны коллективного Запада просто вот поставили точку в своей позиции, что эти Минские соглашения не будут выполняться ни в коей мере. И тогда уже было понятно, на что нацелен Запад. А в частности США были нацелены на том, чтобы уменьшить зависимость Европы от России. И они выбрали стратегию создания на Украине нового государства, ориентированного на нацистскую идеологию, чтобы спровоцировать Россию на неправомерные действия. Но вот прошло 8 лет, да, Россия всячески предупреждала со всех сторон, на всех площадках. В общем-то, как говорится, сами напросились, да. Вот, Владимир Владимирович дал понять всему миру, что не позволит так обращаться с русскими, где бы они ни находились, что Россия их будет защищать их права, защищать их жизнь, обеспечивать им безопасность. Вот я как-то вот так вижу ситуацию.